Национальная академия наук Кыргызской республики и Международный благотворительный фонд «Центр Саидов» провели международную научно-практическую конференцию «Роль Саидов, потомков Мухаммеда, мир ему благословение, в развитии исламской культуры». На ней подробно было сказано о потомках пророка, пришедших в Среднюю Азию с миссией распространения ислама в этом регионе. В работе конференции приняли участие ученые-богословы из соседнего Узбекистана, Казахстана, а также Турции и Саудовской Аравии. Представитель Республики Узбекистан, доцент Международного научно-исследовательского центра Термесского государственного университета Джалалиддин Мирзаев выступил с обширным докладом об истории формирования Центра Саидов в городе Термес. Он отметил, что Средняя Азия является центром распространения потомков пророка и выразил уверенность в том, что Саиды пришли в Термес в 865 годы. И Центральная Азия стала родиной Саидов. У нас шарифов единственно, несколько только, единицы только. Основная масса была саидами, а основная масса шарифов — это Северная Африка, Марокко и так далее, и так далее. То есть мы являемся, как бы сказать, местом распространения саидов. И говоря о саидах, значит, надо сказать, есть конкретная дата приезда родоначальника саидов в Термес. Это 865 год. Это доказано во многих источниках, это общепризнанный факт. И в Термес приехал один из внуков имама Зайнал-Абидина, Убайдуллаха Аль-Араджа. Это тоже известный, значит, деятель, у него там исламских энциклопедий можете увидеть. И вот он, сначала он приехал в Самарканд, потом побывал в Балке, но окончательно, значит, своими родственниками, своими приближенными остался в Термезе и основал дом термесских саидов. Мирзаев отметил, что человек, считающий себя потомком пророка, может доказать это при помощи главного доказательства, которое он имеет в руках, исторической родословной. Он также представил книгу, напечатанную в городе Термес, и выразил надежду на сотрудничество ученых двух государств для дальнейших исследований саидов. Кто саид может сказать, что я саид? У него должно быть шеджере. И при том это историческое шеджере, все удостоверенное, значит, признанные специалистами. И вот один из шаджерет термесских саидов, вот, значит, Мамурахан Султанова написала о своей шаджере. У него действительно есть шаджере. Я сам работал на этой шаджере. Это имеет очень большое значение. Вот, если можно показать так. И мы вот работаем, например, по линии саидов, например, издали эту книгу. Я был очень рад, вчера увидев вот эту книгу, мне было радостно, что в Центральной Азии вот мы выпускаем. И я думаю, мы будем совместно теперь выпускать, соберем все шаджере, значит, Центральной Азии будем и исследовать, значит, на академическом уровне издавать их, переводить на русский язык, на английский, на арабский язык. Я думаю, мы вместе с Институтом истории, с Домом Саидов будем, значит, объединяться и в перспективе будем делать большие работы. Спасибо большое. Выступивший в режиме онлайн ученый из Саудовской Аравии, представитель саидов, доктор Саид Абдразак подробно остановился на исторических сведениях о пути потомков пророка от Хиджаза до Средней Азии. Он отметил необходимость дальнейших уточнений родословной саидов Средней Азии и России и предложил это поручить на Центр Саидов. На самом деле, специальных исследований о потомках пророка Мухаммеда, мир ему и благословение, практически нет. Поэтому отметим, что данная научно-практическая конференция с участием ученых – первая попытка к этому. Очевидно, что потомки пророка Мухаммеда, мир ему и благословение, проживают во всех странах мира, но каких-либо попыток по уточнению их истории и их сближению не было.
О необходимости этого всегда говорил глава исторического факультета университета Умаль-Кура в городе Мекка, Саудовской Аравии, профессор доктор Хишам бин Мухаммед Аль-Аджми. По его мнению, в этих целях нужно образовать специальную комиссию, обладающую своей печатью и полномочиями председателя, которая могла бы осуществлять подлинность представленных документов и выдачу свидетельств истинным саидам. Эти усилия могут поставить точку спорным вопросам по саидам в исламском шариате и упорядочить работу в данном направлении. Но, к сожалению, инициатор этой идеи, доктор Хишам бин Мухаммед Аль-Аджми, буквально недавно, незадолго до начала данного мероприятия, скончался из-за болезни. Открытие центра саидов в Бишкеке вызвал широкий интерес не только в республике, но и в мировом сообществе. Целью данного центра является объединение членов семьи пророка и защита их интересов. В настоящее время с каждым днем растет число обращающихся в центр людей, которые не скрывают свою радость по поводу своей принадлежности к потомкам пророка и представляют соответствующие документы. Выступивший на конференции президент Международного благотворительного фонда «Центр саидов», прямой потомок пророка Мухаммеда, мир ему и благословение, Саид Умар Масханов, с сожалением рассказал о равнодушии к положению саидов и работу от имени семьи фактически осуществляют обычные проходимцы и мошенники, не имеющие к ней никакого отношения. Он также обратился к ученым Республики Узбекистан. 2018 жылда Өзбекстан Республикасы Ферғана облысындағы Марғылан шаарында Киргили деген мазар, Киргили деген қабырстан бойынша маалымат шығарды. Бұл архивте бар. В 2018 году ученые распространили сведения о кладбище Киргили в пригородах Маргелана, Республики Узбекистан. По данным ученых, здесь похоронены члены семьи пророка, мир ему и благословения, Ахлу-Баид, и были названы имена каждого усопшего. Но несмотря на возникший интерес среди общественности, ученые промолчали. Кроме этого, различные общины без истории и названия ставят разные вопросы перед саидами, которые имеют свою 10-тысячную-летнюю историю. Этим они в буквальном смысле надоедают нам. Хорошо было бы, если узбекистанские ученые, которые распространяли данные сведения, ответили бы им по существу. Мы были бы только благодарны им, если бы они вели такую же работу, как наши академики. О проделанной работе благотворительным фондом «Центр саидов» участникам рассказал председатель фонда Умар Джайчиев. Также на мероприятии были презентована книга о потомках пророка «Мир ему и благословение», изданная на нескольких языках. В работе конференции из Баткенской области приняли 6 представителей саидов. Выступивший от их имени историк-исследователь Галамедин Абдрахманов подробно остановился о роли арабов в распространении религии ислама и представил сведения о потомках пророка «Мир ему и благословение». Активное участие приняли и научные сотрудники Национальной академии наук Кыргызстана, которые затронули тему о проблемах в исследованиях саидов. По итогам работы международной научной конференции было принято решение продолжить работу по собранию архивных материалов и сведений и устных источников, касающихся потомков пророка, мир ему и благословения, исследованию роли саидов в развитии исламской культуры совместно с Международным благотворительным фондом «Центр саидов».